Дальше. Бедные любят считать чужие деньги. Ой, это вообще их любимые дела. У него столько-то машин, у него столько-то дома, у него было столько-то людей на свадьбе, и он делал вот так. Это мечта для них, какая-то вот такая вот. Да, любят чужие деньги. Вот странно, да? И самое интересное, если эти люди попадут в гостях даже к вам, они считают ваше богатство. У вас бывал такой случай? Вы посидите их в зале, пойдите в кухню, пока вы вернете, как будто они лаборанты. Знакомо, да? Значит, вы сами так тоже делаете. Да, природа так. Я понимаю. Это так. Фоткать? Я раньше делал так. Я серьезно говорю. Вот видите, все, чему я вас обучаю, я все работал над собой, чтобы это все победить. Сейчас кто-то, если видит, что кто-то мне говорит, ой, у него крутая свадьба, крутой бизнес, у него такой там-то, я говорю, я всегда в глубине души делаю одну вещь. Я говорю, Господи, поблагослови его и заодно про меня не забывай. Я честно скажу, когда вижу, если красивый дом, я всегда про себя сразу, потому что я тренировал это долгие годы. Чтобы зависть не развивалась у человека, надо его правильно управлять сознанием. Я что делаю? Если видел, как красивый дом, я всегда себе говорю, дай Бог, чтобы это служил долго этим людям. Я видел, что кто-то красивая машина проходит. Пусть это долго служит его родителям. Я вижу красивого человека всегда. Пусть, чтобы у тебя твоя красота всегда оставалась так. Я видел всегда. Вот это надо постоянно, оказывается, тренировать. Знаете, я это тренировал больше 10 лет. И со временем, сейчас, если я вижу что-то, вообще в голову мысли не приходит. Просто до меня не доходит, что там где-то что. Потому что уже он другой, мышление другой стал. И знаете, классно помогает. Когда вы пожелаете другим людям, радуетесь за успех других людей, у вас нету зависти. Вы никогда не завидуете, и это помогает вам расти наоборот. Это наоборот вам помогает. А вы знаете, подойдите одному родственнику, расскажите про успех другого родственника. У этого родственника настроение испортится. Заметили когда-нибудь? А вы знаете, странно. У него лицо сначала, вот, потом потихонечку. Потом, и знаете, странно, как будто от него кто-то украл. Вы знаете, это я несколько раз в своей собственной жизни, я это видел. Я это видел действительно. Это было что-то. Это правда. Мои родственники даже тут последние 2-3 года только узнали, что я богатый. Я однажды вспомнил, 10 лет назад, я что-то делал, я вспомнил только такой мелочь, какой-то чего-то приобрел, а потом позвал родственникам. И как раз я говорю, когда пошел к кухне, и я случайно поворачиваю, смотрю, один другому говорит. Вы верите? Я случайно пошел туда за чаем и за один второму вот так делает. А второй вот еще вот так делает второй. Когда я это видел своим собственным глазам, я тогда задумался. Я тогда сильно задумался. Я потом после этого, я до сегодняшнего, у меня нормальной машины нет в Таджикистане. Я еду такой Мерседес, который будет 4 глаза есть, такой маленький такой. Но он недорого стоит. В общем, такой недорогой такой. И живу в той квартире, которую абитуриентом был, купил трехкомнатную. Такой простой. Можно сказать, такой старенький такой. Простенький такой. Потому что все родные такие, родственники все придут. Соседи. Пойдет? Пойдет. Потому что только последние 2 года они поняли, что я чуть-чуть богат. Потому что везде у меня реклама появилась, они начали задуматься. О, оказывается, у него состоятельно. А на самом деле до этого времени так. Я даже последние 2 года, можно сказать, на машине начали ездить. Маршрутки ездил. Я приезжал домой, сидел на маршрутке ездил. Меня никто не знал там. Это нормально. А почему? Потому что не разбуди дьявола у людей. Мой совет к вам такой. Не разбудите зависть у людей.
Зависть человека страшная штука. Поверьте так. Вы когда-нибудь столкнулись, вы знаете, у всех людей есть какая-то своя национальная особенность. Я учился этому у узбеков. Они очень скромный народ. Особенно богатые. Вы заметили когда-нибудь? Какой-то чапан надевает, еле голышом ходит. А внутри у него на этот платок завязан, наверное, $1 миллион. Да, это мудрость. Потому что чем вы разбогатеете, тем надо быть скромным. Это правда. Тем надо... Богатство, люди любят простоту. Не разбудите дьявола внутри людей. Люди очень завистливые. У людей так... А видите, вот она. Люди любят. Ну, вот такой. Сами не трудятся, хотя чужой брат. Поэтому у людей бывает такое. Что это богатые? Дай, пожалуйста. Богатые любят восхищаться чужими успехами. Дорогие мои, восхищайтесь всегда. Восхищайтесь, если видите у кого-то красивые дети. Скажите, Господи, какие они прекрасны. Восхищайтесь, скажите, Господи, дай всем таким. Видите, что у кого-то хорошая жизнь. Восхищайтесь хорошей жизнью. И поблагословите. Я благословляю тебя и твою жизнь. Поехали, следующее. Бедность считает неудобным, говорит о своих услугах и продуктах. Думаю, если надо, сами попросит. Внимание обратите. Вот эта черта очень хорошо развита советскому человеку. Мы думаем, вот знаете, мы хорошо умеем работу делать, просить за эту работу деньги мы не умеем. Согласны? Еще, мы хорошо делаем какую-нибудь работу, потом нам неудобно говорить о нем. Например, иногда бывает, что в одном подъезде вы живете, может быть, ваши соседи не знают, чем вы занимаетесь. Может быть, ваши родственники никогда не попробовали вашу услугу. Может быть, ваши братья и сестры или ваши друзья, может быть, никогда не покупали у вас что-нибудь. И самое главное, они же тоже все вещи покупают же где-то. Но они покупают его где-то в другом месте. Согласны? А почему? Потому что мы им не рассказываем. Я в одном книге почитал про одного парня, что он занимался страховым полисом, продавал страховые жизни. И он своему другу звонит, говорит, послушай, я с тобой столько-то лет друзья. И мы каждое воскресенье с тобой играем в гольф, в волейбол и так далее. Да как ты мог купить на такую сумму страхования у другого? А он говорит, потому что ты ни разу меня не предлагал. Он говорит, как ты мог купить? Он говорит, я откуда знаю, что ты этим... Ты мне ни разу не предлагал. А мне полгода предлагал подряд этот человек. Я купил у него. Но ты сказал бы, я у тебя купил бы. Это о чем говорит? Это говорит о том, что у нас есть какой-то внутренний барьер, который переживание создает. Вот такой. Однажды один человек мне сказал так. Давлат, вы так хорошо говорите о своих услугах. Я ему сказал, подожди. Послушай, если человек платит на моем тренинге $100 или $200, или на мой мастер-класс 3000 или 5000, и он зарабатывает сотни раз больше, а почему должно быть мне стыдно? Ты можешь мне объяснить? Потом я ему сказал, назови 3 причины, почему я должен стыдиться. Мне должно быть неудобно. Если это поможет этому человеку кардинально изменить его жизнь, объясни мне, пожалуйста. Сегодня зашел ко мне парень, он военный. 2 года назад посещал мои тренинги, подряд несколько курсов. 2 года назад. Сейчас подошел, чтобы просто поблагодарить. Его Рустем зовут. И я сижу, и он говорит, он рассказывает. И вы знаете, он говорит, знаете, Давлатов, моя жизнь кардинально на 500 градусов, наверное, поменялась, не то, что 380. И рассказывает свои достижения. Я был обычным военным, который пьет, гуляет, ходит, больше ничего не делает. Как обычно. Сейчас у меня и деньги есть, и того есть, и карьера есть, до полковника дошел, и так далее, и так далее, и так далее. И он рассказывает, как они организовали несколько мероприятий, не имея никакого копейка. Он говорит, когда людям сказал, давайте это организовать, все сказали, да откуда деньги? Вы что, собираетесь у людей собрать? Я говорю, нет, будем думать. Идея, план, система. Меня научил Давлатов такой вещь. И начали, говорит, расписать, они были в шоке. Привлекали 1 600 чем-то тысяч рублей, сумму. 1 600 чем-то сомоны. Сомы, то есть? 1 600 чем-то сом, это не легкая сумма. Уметь, как это организовать. И он говорит, знаете, я был в шоке, когда это сделал. Сижу сам по себе, думаю, как это произошло, как это получилось.
Все зависит от туда, как это работает. То есть, разве это неприятно, когда кто-то придет, вам так говорит?